Молюся за Тебе, Беларусь, за Твоих дочок и сынов, как была помеж нами любовь. Я молюся до Бога и прошу, хай придет до Тебе Божие Слово, хай сидит на Тебе. Божия радости войди в наше сердце. Да Бога любовь и доброта, Христова любовь. И хоть тяжкие дни снуют, и шмат злого есть меж людьми, Божа, край наш, прошу, не покинь, заховая дня счастья и греху. Хай придет до Тебе Божие Слово, хай сидит на Тебе. Божия радости войди в наше сердце. Да Бога любовь и доброта, Христова любовь. Молюся за Тебе, Беларусь, за Твоих дочок и сынов, как была помеж нами любовь. Я молюся до Бога и прошу, хай придет до Тебе Божие Слово, хай сидит на Тебе. Божия радость войди в наше сердце. Да Бога любовь и доброта, Христова любовь. Благословенное владарство Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюди на веки веков. Аминь. У супокое Господу помолимся. Господи, смилуйся. За супокой слышения, избавление душ наших Господу помолимся. Господи, смилуйся. За супокой на всем свете, добрый стан святых Божьих церква, и зернами сих Господу помолимся. Господи, смилуйся. За эту святую церкву, и ты, что с верою пошатну и страхом Божьим воходите, ей Господу помолимся. Господи, смилуйся. За святого отца нашего, соседного бискупа Франтишка Папы Римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, почестных святород, диаконов во Христе, все духовенство людей Господу помолимся. Господи, смилуйся. За Богом, стираженную краину нашу Беларусь,
за урад належной улады и войска, и весь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью в выпробованиях и верность своему народу всех нас, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Закрытый город, за все города и краины, за верных людей, что живут и Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За доброе надворье, богатый урожай плодов земных и за часы спокойные, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За подорожников помолимся мне в поветры, за недужих и что терпят, за зневоленных избавлений, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбавиться до всякого гневу, сумму, недостатку, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, избавься, рожи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Вспомянувши наисвятуюся, чистую, благословенную, славную подарку нашу Богородицу, и за всюду Деву Марию, и всех святых сами себе один одного, и все житию наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи, Вот належится всякая слава, пошанное поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюды, и на веки веков. Аминь. Благослови душа моя Господа, благословенный Ты, Господи. Благослови душа моя Господа, и все нутро мое хай славит Тебя, святое Яго. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех добродействов Яго. Он очищает все дошествия Твои, и оздоровляет все немощи Твои. Щедрый Бог и милосердный, долготерпеливый, богатый на ласку. Благослови душа моя Господа, и все нутро мое хай славит Тебя, святое Яго. Благословенный Ты, Господи. Яше супокой Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, сбав, и стиражи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Воспомянувши наисвятуюся, чистую, благословенную, славную владарку нашу Богородицу, и за все Деву Марию, и всех святых сами себе один одного, и все житию наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот Твоя есть держава, и Твое владарство, и силы, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, теперь и завсюды, и на веки веков. Аминь. Хвали душа моя Господа, празднуй все житие мое, буду хвалить Господа. Буду песнях славить Бога моего, покуль буду жить. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюды и на веки веков. Аминь. Одинородный Сын и Слово Бога, Ты есть народ.
для нашего избавления захотел принять тело, а Святої Богородицы завсюди Девы Марии, и не зазнавши змены стался человеком. Ты был укрыжованный Христе Божия смертью знищивший смерть, будучи одним со Святой Троицы, ровным славой Отцу и Святому Духу збав нас, збав нас. Яше супокой Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, збав, и стережи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Успомянувши наисвятую, всячистую, благословенную, славную владарку нашу Богородицу, и за всюду Деву Марию, и всех святых сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдаймо. Аминь, Господи. Вот Ты, добрый и человеколюбный Бог, и Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Воздастся своим, вспомни нас, Господи, счастливые убогие духом, бо их есть володарство небесное. Счастливые те, что тужат, бояны утешатся. Счастливые тихие, бояны отримают спадщину землю. Счастливые те, что мают голод и смогу справедливости, бояны насытятся. Счастливые милосердные, бояны зведают милость. Счастливые чистые сердца, бояны убачать Бога. Счастливые миротворцы, бояны будут зваться сынами Божьими. Счастливые те, кого проследуют за правду, бо их есть володарство небесное. Счастливые вы, коли вас крутят и проследуют, и кажут всякую неправду на вас деляние. Радуйтесь и тешьтесь, вознагорода ваша в небе великая. Мудрость, устаньте. Придите, поклонимся и припадем до Христа, Сыне Божий, что воскрес из мертвых, збав нас, як
старушеницы апостолам с радостью сказали: смерть переможенная, Господь Бог воскрес, даруючи свету богатстве своего змилования. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спас Избавитель мой, як Бог вызволив землю наруженных от путов и разбуривши пекельные вороты, як уладар воскрес могилы на третий день, теперь и завсюди на веки веков. Аминь. Опекунка христиан беззаконная, ходайница до Творца незаменная, не погорди молениями грешников, али як добрая, спешно приди на подмогу нам, якие кличем Тебе доверливо, паши хутко молитвы, отгукнися на просьбы Богородица, надейная заступница Ты, что шануют Тебе. Вот и святый Боже наш, и Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди на веки веков. Аминь. Святый Боже, святый мощный, святый несмиренный, жалься над нами. Святый Боже, святый мощный, святый несмиренный, жалься над нами. Святый Боже, святый мощный, святый несмиренный, жалься над нами. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди на веки веков. Аминь. Святый несмиренный, жалься над нами. Святый Боже, святый мощный, святый несмиренный, жалься над нами. Будьмо уважливы, мир усильно. И Твоему Духу. Мудрость. Прокимен, якое багаття творов Твоїх, Господи, Ти все мудро створив. Якое багаття творов Твоїх, Господи, Ти все мудро створив. Благослови душа моя Господа, Господи Боже мой, Ты великий на уздів. Якое багаття творов Твоїх, Господи, Ти все мудро створив. Якое багаття творов Твоїх, Господи, Ти все мудро створив. Мудрость.
Читання першого послання апостола Павла до Коринтянам. Слухаємо уважливо. Чувайте, тривайте у вірі, будьте мужними і моцними. Усе у вас нехай робиться у любові. Прошу вас, брати, ви ведаєте сім'ю Стефана, що яна перший плод Ахаї, і що яни віддали себе на служення святим. Тому і ви будьте послухмяними таким до кожному, хто содейничає вам і тяжко працює. Я радий приїздю Стефана, Фортуната і Ахаїка, бо яни заповнили для мене вашу відсутність, яни підтримали мене і вас на духу. Тому шануйте таких. Вітають вас усі церкви Азії, вітають вас щиро у Господі, Аквіла і Присцила разом з церквою, яка збирається в їх домі. Вітають вас усі брати. Привітайте один одного святим поцілунком. Гето власноручное моє Павла привітання. Коли хто не любить Господа, нехай буде виключений з супольності. Мараната, ласка Господа Ісуса, нехай буде з вами, любов моя з усіми вами, у Христе Ісусі. І твоєму духу, алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя. Подрыхтуйся, иди вперед, переможно, деля правды, набожности и справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ты полюбил справедливость и возненавидел беззаконие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мудрость устаньте, будем слухать Святое Евангелие, мир усім. И твоему духу. Читание Святого Евангелия поводле Матфея. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слухаймо важливо. Сказав Господь приповесть гэтую. Был один человек, господар дома, який насадил виноградник, и огороджую обнес его, и выкопал у ему вытискальню, и збудовал вежу, и отдал его виноградарам, и отлучился. А коли надышел час сбору плодов, и он послал своих слугов до виноградара взять плоды свои. Виноградары, схопивши слугов его, кого набили, кого забили, а кого каменем побили. Знову послав он інших слугов, больш чим раней, і з їм зробили тое самое. Нарешті послав он до їх сина свого, кажучи, посороміються сина майго. Але виноградари, убачивши сына, сказали один одному: «Гэта спадкоемец, ходем, заб'ем яго и заволодаем спадщина его». И схопивши его, вывели вон з виноградника и забили. И вось, коли прийде господар виноградника, что зробить он с гэтыми виноградарами? Кажуть ему: «Злочинцев гэтых покарає злой смертью, а виноградник передасть іншим виноградарам, які отдавать будуть йому плоди в свой час». Ісус каже їм: «Невжо ви ніколи не читали в Писанні? Камінь, який откинули будовники,
той самы стаў галавой вугла. Ад Господа сталася гэта, і яно дзіўнае ў вачах нашых. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава Ісусу Христу! Дорогие браты, сестры, сябры, мы только что почули с вами приповесть про злых, благих виноградарах. И что треба, как зразумець гэтую приповесть? Ёсць вельмі добрый ключ. Гэта ключ алегарычны. Мова ідзе про тое, что гэтая приповесть, яна цалкам алегарычная. Калі Господ гаворыць пра вінаграднік, то ён гаворыць пра Божае валадарства, пра выбраны народ. Вінаграднік – гэта вельмі пазнавальны сімвол, які вельмі часта сустракаецца у тым ліку ў старым запавеце. Слухачы добра былі знаёмыя з гэтым сімволам вінаградніка. Далей, виноградар – гэта, канешне ж, Бог. Слухачам і гэта было зразумела. Людзі, якія чулі Ісуса Христа, сярод іх былі і фарысеі, і кніжнікі, яны выдатна разумелі, пра што гаворыць Ісус. І нарэшце далей мова ідзе пра сына, якога пасылае гаспадар вінаградніка. А яшчэ раней пра слугаў, якія былі пасланыя гаспадаром, але некаторых з іх забілі, некаторых пабілі. І тут слухачы, сучасныя Ісусу Христу, лёгка пазнавалі шматлікіх прарокаў, якія былі пасланыя да Ізраіля, да выбранага народу, і шмат з гэтых прарокаў былі забіты або пабіты, іх не слухалі. І ў тым ліку гэта такі закід да тых людзей, якія слухалі яго, да сучасных Ісусу, начальнікаў, фарысеяў, кніжнікаў, што яны паступаюць падобна і, больш таго, паступяць гэтак жа сама з ім самім, сынам гаспадара вінаградніка. Бо Ісус менавіта з ім утаясамлівае сябе, з сынам гаспадара вінаградніка, з сынам Бога. І нам сёння гэта цалкам зразумела. Такім чынам, гэтая прыповесць, яна алегарычная. І мы можам сказаць сабе, гэта слова, гэтая прыповесць, яна тычылася выключна людзей сучасных Ісусу Христу, тых, якія непасрэдна яго чулі. Мова тут ідзе толькі пра кніжнікаў і фарысеяў, пра ізраільскі народ, якія не далі рады з вінаграднікам, і цяпер гэты вінаграднік знаходзіцца ў нашых руках, у руках хрысціянаў. Аднак, гэта прыповесць з'яўляецца таксама перасцярогай для нас, што мы маем адказнасць за гэты вінаграднік, за Божае валадарства, якое знаходзіцца ў нас і сярод нас. Мы маем адказнасць за нашу царкву. Мова не ідзе пра всю вселенскую царкву каталіцкую, але перадусім пра нашу парафію, пра тых людзей, з якімі мы маем узаемаадносіны, якія кажуць пра сябе, што яны з'яўляюцца хрысціянамі. Чаму прыходзілі шматлікія слугі і нарэшце сам сын гаспадара вінаградніка, каб прыняць, забраць плён. І Господ чакае і ад нас таксама сёння, што мы будзем прыносіць добры плён у гэтым вінаградніку,
винограднику нашей парафии, винограднику нашей церкви. Что же это за добрый плен? Напевно, самый добрый плен – это быть ширым перед Господом, поступать паводле своего сумления, якое является голосом Бога у нашем сердце. Коли и так будем робить, то принесем сапраўды добрый плен и будем годными слугами нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Скажем все разом, все души, все думки наши, скажем. Господи, смилуйся. Господи, всемогутный Боже, Отцу наших, молимся Тебе, пошуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся. Смилуйся над нами, Боже, по воде Твоей великой милосердности, молимся Тебе, пошуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яще молимся за святого Отца нашего Всесветного Бискупа Франтишка, Папу Римского, достойного архипастора Леонарда Боголюбного, владыку нашего архимандрита Сергея и всех у Христе братов наших. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яще молимся за Богом, стираженную крайну нашу Беларусь, за урад належной улады и войска, и весь белорусский народ за стойкостью веры, мужностью в выпробованиях и верность своему народу всех нас. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яще молимся за братов наших, святород, диаконов и монахов, и всех братов и сестр наших во Христе. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яще молимся за годных памяти основальников этой святой церкви, за всех ранее дошедших отцов и братов наших, які тут и на кожному іншому місці спочивають. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яще молимся за все человечество, якое терпит с причины поширения эпидемии, за всех небеснопоможных и разгубленных, за хворых, и за тех, кто отдано им служить. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Всемогутный вечный Боже, глянь ласкаво на смушенное человечество, якое шукают Тебе по ратунку, стремая поширение страшных хвороб и смерти. Как знов все смогли радоваться даром Твоей ласки, молимся Тебе, пошуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Молимся за всех покрывшенных и сняволенных. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яще молимся Тебе, Господу Богу нашему, как Ты почул голос моления наших, и змиловался над слугою Твоею Алиною, у день ее народжения, наполнил я ей ласкою Твоею и дал исполнение у всех ейных просьбов, добрых намеров, пробашь ее все провинные, вольные, межвольные дай, как ейные молитвы были приемные. Перед посадами славы Твоей заховай я ей от всякого несчастья, беды и напастил. Даруй ей здоровье и долгое житье, просим Тебе, пошуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яще молимся за доброшилец, за этой святой церкви, за тых, что приносит дары, працують и спевають ее, и за всех тут присутных людей, які шукають Тебе богатия Твоего смилования. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Вот и милостивый человеколюбный Бог, и Тебе слава Твоему Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Яще
Еше, супокой Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, избав, и стиражи нас Боже ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Мудрость, как мы будешь и завсёды подоховывать, и могутную ладу Тебе славу отдавали Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды на веки веков. Аминь. Мы что тайны способ, мы что тайны способ расставляем, херувимов и животворшей Троицы, и животворшей Троицы, Тройцы святую, Тройцы святую, песню пою. Одолжим, одолжим теперь, одолжим, одолжим усе житовые, усе житовые клопоты. Святуха нашего сусветного біскупа Франтишка Папоринского, достойного архипастора Леонарда Боголюбного, владыку нашего, архимандрита Сергея, почестных святород, диакона у Христе все духовенство, Богом стираженную країну нашу Беларусь, урад належну лади, заснованников и доброчинцев этой святой церкви, вас и всех правоверных христиан, хай вспомнить Господь Бог у своем владарстве на все часы, теперь и завсёды и на веки веку. Аминь. Как нам принять владу Руси, якого небашна, небашна супровождают ангельские силы. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Дополни молитву нашу Господу. Господи, смилуйся. За принесенные почестные дары Господу помолимся. Господи, смилуйся. За эту святую церкву и все, что с верою, пошану и страхом Божьим походе сие, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбавиться от всякого гнева, сумы, недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Милосердностью одинородного Сына Твоего, за яким благословен Ты, и Твой всей святый, добрый и животворчий Дух, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Мир усим. И Твоему Духу. Будем любить один одного, как нам однодушно вызнавать. Отца и Сына и
Святого Духа, Тройцу единосудную и нераздельную. Верить веру мудрости пусть уважливые. Веру в единого Бога Отца Всемогутного, Творцу неба и земли, бачного всего и небачного, и у единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, от Отца народженного перед всеми веками, светло от светла, правдивого Бога от правдивого Бога, народженного, нестворенного, одиносудного Зайцом, праз якого все стало быть. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, принял тело от Духа Святого и Марии Девы, и стался человеком, был укрыжован за нас при Понском Пилате, терпел и был похован, и на третий день воскрес згодно с Писаниями, и взошел на небо, и сядет по правой руце Отца, и снова придет в славе судить живых и мертвых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Господа Животворчего, яки от Отца походит, якому належится поклонение и слава разом за Отцом и Сыном, яки говорил про пророков, у единую святую повсюдную и апостольскую церкву, вызнаю один кровь для откушения грехов, чекаю воскресения мертвых и життя будущего веку. Аминь. Станем добро, станем со страхом, уважливо святое кедрование мира приносит. Дар миру, ахляру хвалы. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и супольность Святого Духа, хай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Узнімем гору серце наше. Мы узняли их до Господа. Подякуем Господу. Угодно и справедливо поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице одиносудной нераздельной. Годно и справедливо Тебе усхвалять, Тебе благословлять, Тебе славить, Тебе дяковать на кожном месте Твоего владарства, бо Ты Бог невыказный, неспостигальный, небачный, недоступный, який завсёды існуєш и застаешься той самый. Ты и одинородный Твой Сын и Дух Твой Святый. Ты привел нас з нябыта до быття, и коли мы упали, снова поднял и не переставал робить усё, как узвести нас на небо и даровать нам Твое будущее владарство. Для гэтага дякуем Тебе и Твоему одинородному Сыну и Духу Твоему Святому. Дякуем за все добродействия, вядомые и невядомые, явные и тайные, якими Ты нас обдарил. Дякуем Тебе за эту службу, якую Ты захотел ласкаво принять з наших рук. Хоть перед Тобою стоять великие множество архангелов, безлишь анgelов, херувимы и серафимы, шестикрылые, шматвокие, яки, узнявшиеся высоко на крылах, вероножную песню пьют, ускликающие, припевающие и кажущие: Святый, 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 Господь сил, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословенный
благословенными силами человеколюбную владару. И мы ускликаем, кажучи: святые все святы Ты, единородный Твой Сын и Дух Твой святый. Святые все святы Ты и великая хвала Твоя. Ты так полюбил Твой свет, что Сына Твоего единородного послал, как кожный, кто верует в Его, не загинул, а имел житие вечное. И Он, пришовши, исполнивши весь провід для нас, у ношу, яку Його видали, або худший, коли Он сам отдал себе за житие свету, узял хлеб у свои святые, все чистые безвинные руки, и, отдавши подяку, поблагословивши, освятивши, разломавши Его, дал святым своим учням и апостолам, кажучи: «Берите, ешьте, это тело мое, что за вас ломится для отпущения грехов». Так сама чашу после вечери кажучи: «Пейте, з'яєсте, это кровь моя нового заповету, что за вас и за многих проливается для отпущения грехов». Мы ж памятующих это избавленный заповед, и все, что для нас дарилося, крыш, поховання, воскресіння на третій день, узиход на небо, сидіння по правой руце, другое славное пристя, приносим Тебе, Твоє от Твоих, для всех и за все. Тебе хвалим, Тебе благословляем, Тебе дякуем, Господи, и молимся, и молимся, и молимся Тебе, Боже наш, Боже наш. Особливо за наисвятую всечистую, благословенную, славную владарку нашу Богородицу, и за все Деву Марию. Достойная правды, называть счастливою Тебе, Богородицу, вечно благословенную и беззаганную, Матерь Бога нашего, божественную пошаны за херувимов и без поравнания больше славную за серафимов, что заховавши девоство родила Бога слава, и свою Богородицу Тебе мы взялишаем. Нас опешу, вспомни, Господи, святого отца нашего, сусветного бискупа Франтишка Папу Римского, и достойного архипастора Леонарда Боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, заховай для святых Твоих церква, упокой целости, доброй славе, здоровья и долголетия, как бы не могли верно нарушать нас словом Твоей правды. И всех, и все. И дай нам едиными устными, единым сердцем славить и выхвалять Твое божественное величное имя, Отца и Сына и Святого Духа, Тебе завсюду и на веки веков. Аминь. И хай будут милости великого Бога, избавцы нашего Иисуса Христа, за всеми вами. И с Духом
Еще, успокой, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За принесенные, освященные, божественные дары Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Как человеколюбный Бог наш, принявший их на свой святый небесный и духовных верников, как мы слово духовность духовную, послал нам взамен свою плоскую ласку и дар Святого Духа, помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбавиться от всякого гневу, суммы, недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, сдвал и стиражи нас Божией лаской Твоею. Господи, смилуйся. Как весь день был досконалый, святый, мирный, безгрешный, Господа просим. Дай нам, Господи. Аню, спокой, верного наставника, опекуна души тела наших, у Господа просим. Дай нам, Господи. Пробачення и отпущение грехов и провину наших, у Господа просим. Дай нам, Господи. Усяго, что доброе и корыстное для душ наших, и супокой для свету, Господа просим. Дай нам, Господи. От дальнейших тяг життя нашего, супокой и покаяние провести у Господа просим. Дай нам, Господи. Христианского конца життя нашего, безбольного, бездокорного, спокойного и доброго отказу на страшном суде Христовым просим. Дай нам, Господи. Попросивши отенство веры и сокольности Духа Святого, сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. И сраби нас достойными владару, с полным довером и без осуждения, смей свертаться до Тебе, Бога Небесного, и отдайся, и казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Вот Твое владарство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюди, и на веки веков. Аминь. Мир всем. И Твоему Духу. Головы ваши Господу схилите. Дару, принесенные тут дарю всем поровну раздай, кожному поводы потребы. Будь с подорожниками, по морю, земле и в поветре, оздорови хворых, лекарю души тела. Лаской и милосердностью и человеколюбством одинородного Сына Твоего, зяким благословенный Ты и Твой все святый, добрый и животворчий Дух, теперь и завсюди на веки веков. Боже, будь спогадлив негрешному и смилуйся надо мною, Боже, будь спогадлив негрешному и смилуйся надо мною, Боже, будь спогадлив негрешному и смилуйся надо мною. Будь уважливия, святые речи для святых. Один святый, один Господь, Иисус Христос, на славу Бога Отца. Аминь. Хвалите
соправды Христос, Сын Бога Живого, что пришел на свет избавить грешников, серед яких я сам перший. Вера так само, что это соправды Твое святое тело и божественная кровь. Молюся Тебе, жалься надо мною, и даруй мне мои провины вольные и межвольные, які я зробив словом и учинком, свядомо и несвядомо, и дай мне без осуждения принять Твои святые тайны для отпущения грехов и життя вечного. Зроби меня сегодня, Сыне Божий, удельником Твоей тайны вечери. Я не зраджу ворогам Твоей тайны и не отдам поцелунку, як Юда, але як разбойник вызнаю Тебе. Успомни меня, Господи, в Твоем благодарстве, нехай принятие святых Твоих тайну будет мне не на суд и осуждение, але для оздоровления души и тела. Со страхом Божиим, верою и любовью подыходьте. Благословенный Той, кто приходит в имя Господня, Господь Бог и явился нам. Тело Христово примите, покаштуйте креницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Дитятка. Тело Христово примите, покаштуйте креницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте креницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте креницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте креницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте креницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте креницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте креницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте креницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте креницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
славу Божию людей Твоих и благослови набыток Твой. Мы бачили правдивое святло, приняли Духа Небесного, знаешь ли веру правдивую, поклоняется неразделенной Троице, Твоя она нас избавила. Благословенный Бог наш на все часы, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Хай наши узны будут полные хвалы Твоей, Господи, как нам пеет славу Твою. Вот изранил нас достойными быть удельниками святых Твоих боских несмиренных животворших тайнам. Заховай нас у Твоей святости, как нам везде научаться Твоей справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Устаньте, отримавши воски святые все чистые, несмиротные, небесные, животворшие, страшные Христовые тайны, достойно подякуем Господу. О Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, избавь, стиражи нас, Боже, ласкою Твоею. О Господи, смилуйся. Попросивши, как в этот весь день был досконалый, святый, мирный и безгрешный, сами себе един одного, и все житию наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот и освящение наше, и Тебе слава отдаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Будем с миром. О, имя Господняе. Господу помолимся. О Господи, смилуйся. Господи, Ты благословляешь Ты, что прославляет Тебе, снижаешь Ты, что складает на Тебе надею. Избав людей Твоих и благослови набыток Твой, заховай целости церкву Твою, если Ты что любить красу дому Твоего. Ты славу Твою, Господу, силу, не покинь нас, и сподеемся на Тебе. Даруй спокой всему свету, церквам Твоим, нашему белорусскому народу, належному ладам нашим и всем людям Твоим. По всякое доброе дарение и дар досконало заходит с горы от Тебя и Царства Тва. И мы Тебе славу, подяку, поклонение отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Сусветный владар, сподвечный Боже, Ты весь свет, дворы и законы для всего установил. Кожному место признавшего род людский, так бесконца полюбил, что Сына Своего единородного послал на землю, как все слухали ягоную науку, и идущие следом за Ним вошли в Твое небесное владарство. Мы, дети белорусского народу, як могли, слухались Твоих, загадывали, деля человечей слабости, часто падали и изневажали Тебе своими грехами. Теперь молим Тебе щиро, даруй нам наши провины, нашу недбальность в относинах к себе и до інших, даруй так само Ты, кто кривдил нас, изневажал, борони нас от кривды ворожие, и дай нам и ворогам нашим духа соправдной христианской любови. Дай нам едность веры, згоду в громадским семейном житті, загаи наши особистые народные раны души, які мы сами себе вчинили, або от неприятеля отримали. У нашем штуденном житті освяти наш розум Твоим евангельским светлом, как мы, заховывающие Твои приказания, перемогли все тяжкости и терпения, и завсёды Тебе благословляли, пошли белорусскому народу верных слугов Своих, якие праведным сумлением и мудрым житьем и дейностью вели Его до лепшей доли. Дай нам святое духовенство, благослови наши семьи, как у кожной з їх дбалая батька и охвярная мать, слушанной щирой святой любовью выховывали. Тебе на славу батьку, что не на користь своих деток, особливую ласку дай молоді.
каб яна атрымала глыбокае хрысціянскае ўзгадаванне і вырасла на карысных сыноў і дачок свайго народу. Благослови наши дошасные достатки, не дай гинуть марно тем талентам, якія Ты посылаешь в наш народ, а не дай им свободно развиваться и закрасоваться Тебе на славу и всему людству на корысть. Благослови працу селянов на роли, работников на фабриках, ученых, письменников, мастаков, каб з їхней допомогой белорусский народ мог разумно и пригоже жить и развиваться. Тебе, Всечистая Богородица и наша Небесная Мать, просим, покрый нашу краину Твоим святым покрывом, и будь нашей опекункой, заступницей, и Ты, святая Ефросиния, светница Беларуси, и все святые заступники белорусского народу, молитесь за нас неспынно, как мы стались народом святым, які виконує волю Божию и свое посланство, и как мы унесли свой уклад у огульное добро тут на земле, а у грешном житті отримали вечное счастье и неспынно давали славу, пошану и поклонение Богу, Троице Одиному, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Хай будет имя Господня, благословенное теперь до веку. Хай будет имя Господня, благословенное теперь до веку. Хай будет имя Господня, благословенное теперь до веку. Благословение Господне, хай будет на вас ласку Его и человеколюбством на все часы, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, надей наша слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Отче, благослови. Христос, правдивый Бог наш, який воскрес с мертвых, молитвами всечистой своей Матери, святых славных и годных похвала апостолов, між святыми Отца нашего Яна Златоустного, арцебископа Константинопольского, молитвами святого Езофата, арцебископа Полоцкого, святых славных и родных апостолов, наставников славянских Кирилла и Метода, між святыми Отца нашего Кирилла епископа Туровского, святой Мати нашей Ефросинии Полоцкой, светницы Беларуси, и всех святых заступников белорусского народу, молитвами святых и праведных Бога, Отцов, Якима и Ганна, и всех святых, хай смилуется над нами, избавит нас, Он добрый человек, любец. Аминь. Христос посеред нас. Милости будем. Дорогие браты и сестры, сябры, наступная литургия у неделю буде. Запрошаю так само, хто не може по неких причинах долучитися до нас особисто, тут у каплиці оглядати нашу трансляцію, особливо тих, які оглядають нас з-за межі, бо тепер у Білорусі, наколькі мне вядома, біскупи Білорусі, яны вже откликали дозвол не наведывать недельную Евхаристию. Так что теперь изноў выходит обовязок присутности на недельной Евхаристии. Про это хотел бы вам нагадать. А зараз мы заспеваем, так как мы завсёды гэта робім у нядзелю, Магутны Божа, молитвы падзякі, и так само яшчэ раз помолимся за тое, каб Господ дал нам силы пережить эпидемию, и так само будем молиться, не покидать молитвы за нашу Беларусь, каб Господ дал нам мужность пережить те події, які теперь у ёй адбываюцца. Могутный Боже, владарству светом, великим солнцем и сердц малых, над Беларусью
Дякую Тебе, Господи, Боже мой, что Ты не откинул меня грешного, але полечил достойным быть удельником Твоей святости. Дякую Тебе, что Ты удостоил меня принять Твои святые дары, але человеколюбный владару, что для нас помер и воскрес, и даровал нам гэтые страшные животворчие тайны для добра и освящения души и тела. Дай, каб яны были и мне для оздоровления души и тела, для прогнания всякого супротивника, для просветления очей сердца моего, для супокоя душевных моих сил, для веры непохитной, для щирой любови, для исполнения мудрости, для захования Твоих заповедов, для повеличения Твоей боской ласки и для осягнения володарства Твоего. Каб я, захованный имя Твоей святости, был завжди памятный Твоей ласки и жил уже не для себя, але для Тебе, нашего владара и доброчинца, и закончивши это життя надеи життя вечного, досягнул непрерывного супокою, где безупынно чудный голос святых, и пануя вечно радость Ты, что оглядает невыказанную красу твару Твоего, бо Ты соправдное ожидание, и невыказанная радость Ты, что любит Тебе, Христе Божьем, и Тебе все славение и славу просто все веки. Аминь. Усемогутный, спрадвечный Боже, Ты не хочешь смерти грешника, але жадаешь, как навернулся и был живым. И яки послал за наше прославление народного Сына Твоего, Яки нам наказал, просите, и будет дадено вам, шукайте и знойдете, стукайте и отчинить вам. Для Тебе припадаем с крушливым сердцем, и слезьми молим Тебе. Не суди нас, але милостиво отверни от нас праведный гнев Твой, и судишь смертоносную пошесть, что в этот час род людский дочасно не вылечимся шеф. Змилуйся над нами, Господи, змилуйся над нами, избавь людей Твоих, как жили здоровыми по воле Твоих приказаний, и прославляли имя Святое Твое. Заступись и заховай от этой злудной пошести нашу батьковщину и наш народ. Уратуй всех, что стерегут целость и спокой нашей краины. Выбав от греха в этот город и все города и вёски. Змилуйся и наведай Ты, что терпят от этой хворобы. Подними их с ложа немощи и дай им здоровье души и тела. Души ж Ты, что от этой хворобы, правой надею воскресения уже спочили, супокой святыми Твоими, где нема ни болю, ни суму, ни плачу, але житю бесконце. Молитвами на Святейшей Богородицы и за всюду Девы Марии, заступницам святых бесцелесных силов и ангелов-полковников, лаской человеколюбством одинородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, якому належится всякая слава, пошана и поклонение, разом за вечным Твоим Отцом и всем святым, добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь.